Среди величественных гор и шумных рек, утопая в зелени, учителей встречает невообразимое место. Именно здесь, благодаря знаниям, усердию и науке, сплетенным воедино, созидают во благо общества. Технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария с первой секунды захватил все внимание гостей, рассказывая о работе и истории станции. Все с интересом изучали внешний и внутренний облик ярко-желтого здания, скрывающего просторные залы. Огромная труба, спускающаяся с крутого холма дамбы, и старенький генератор, который когда-то трудился на ГЭС, в ее лучшие годы также заинтересовали посетителей. Кстати, данный генератор – шведская машина 1946 года выпуска. Он давно ушел на покой и ныне стал своеобразным памятником. Резо Зантария с нескрываемым удовольствием и гордостью описывал каждую деталь станции, подробно рассказывал о ее работе на примере, демонстрируя важность развития науки в жизни общества. Также технический директор поведал слушателям о проделанных восстановительных работах, которые завершились в 2018 году. Практически вот он машинный зал, который вы видели, на что был превращен в результате боевых действий, в результате послевоенной ситуации обстановки, которая была. И все фрагменты вы видите здесь. Вот вы въехали в эти ворота. Видите здесь само здание, на что было превращено, на что было похоже. Без преуменьшения насыщенная экскурсия завершилась не менее интересной лекцией, в ходе которой Зантария не только развернуто и подробно рассказал о гидроэлектростанции, но и подискутировал с педагогами о перспективах развития гидроэнергетики, важности работы преподавателей физики и основных проблемах энергетики в Абхазии. Мы можем сегодня у себя быть самодостаточными, даже в некотором случае иметь избыток электрической энергии для ее реализации вне. Таких станций можно построить много, я как уже говорил, но для этого нужно отнестись бережно, нужна государственная правильная политика, подход. Значение гидроэлектростанций для энергосистемы страны в целом трудно переоценить, ведь именно они вырабатывают чистую электроэнергию, ежегодно предотвращая сжигание миллионов тонн топлива и выброс огромного количества загрязняющих веществ в окружающую среду. Как отмечает Резо Зантария, Абхазия обладает действительно значительным гидроэнергетическим потенциалом, и развитие энергетики во многом должно быть связано именно с гидроресурсами страны. Для этого необходимо привлекать молодое поколение к изучению физики, познанию мира через науку, во благо будущего каждого из нас. В нашу энергетику, в общую энергосистему, ту самую большую энергетику, очень мало специалистов, практически никого не осталось. И как не иначе сегодня с самого детства не прививать к самим учителям, к самим студентам или учащимся, не прививать ту профессию, в чем они должны быть заинтересованы, они должны ее полюбить. И эти встречи надо проводить часто. Еще раз повторюсь, потому что Абхазия нуждается в большом количестве энергетиков, в большом количестве электриков. Мы готовы это делать. Я лично готов весь персонал Сухумской станции делать и приглашать на работу, приглашать на практику, на летние каникулы. Проект конечно, летней школы педагогического мастерства собрал вместе учителей и преподавателей вузов Абхазии и России, которые по завершении экскурсии и лекций поделились впечатлениями об увиденном, отметив не только познавательную значимость возможности побывать на работающей гидроэлектростанции, но и ценность самого проекта, позволяющего обменяться опытом с коллегами и расширить границы возможного. Мы решили не просто им читать какие-то лекции, проводить какие-то практикумы, а показать наглядно, из чего, что можно сделать, как можно сделать. Они, конечно, с теорией все знакомы, потому что они преподают физику. И что такое электрический ток, они все хорошо знают. Но я вас уверяю, что наглядно они не видели, как это действительно получается в жизни. Кроме этого, у нас присутствуют гости из Тамбова, которые тоже с большим удовольствием посетили это чудесное предприятие. Я считаю, что Резо Платонович совершает очень хорошее дело. Он помогает нашему будущему поколению определиться с профессией, выбрать нужный путь, помочь сориентироваться в этом сложном современном мире. Нам были рассказаны, какие перспективы, какое будущее для Республики Абхазия, какие возможности могут открыться, если иметь хороших ведущих специалистов, которые нам же нужно воспитать и вырастить. Уровень организации очень хорош, что слушатели заинтересованы, радостно видеть молодые горящие глаза. И мы надеемся, что сотрудничество между нашим университетом, между нашими городами и вашим педагогическим сообществом будет плодотворным. Никола Тесла часто повторял, что энергия повсюду вокруг нас. И однажды человечество научится получать ее в любой точке Вселенной. Отсылаясь к великому ученому, хочется сказать, что главная энергия жизни – это, пожалуй, знание. И в рамках этой мысли Сухумская ГЭС значительно превосходит любые показатели выработки энергоресурсов. Ведь речь идет не только о мощности в 19,6 мегаватт, но и о том невообразимо важном, что невозможно измерить никакими датчиками. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.